Без прав тоже можно ездить. В этот день просто рухнул вообще весь мир для меня. Твоя ошибка, которая привела к смерти людей. Всего секунда, и жизнь для водителя и пассажира может завершиться именно так. По статистике, в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в Татарстане погиб 331 человек. Примерно столько же проживает в одной небольшой деревне республики. Только задумайтесь, ежегодно под колесами погибают жители одного, пусть небольшого, но населенного пункта. Хорошо знаете правила дорожного движения? Ну нет уж. Если бы я знал хорошо, я бы не совершал таких преступлений. Айрату 24 года. Теперь он часто посещает библиотеку в колонии номер 19. 6 лет на то, чтобы выучить правила дорожного движения. У Айрата 7 судимостей. В места лишения свободы он неоднократно попадает за угоны и ДТП со смертельным исходом. Не имея прав на управление автомобилем, его регулярно после хорошего возлияния тянет за руль. Машины выбирает те, что припаркованы во дворе. Разбивает стекло, замыкает провода зажигания. И всегда рядом с ним на пассажирском сиденье были приятели, такие же, как и он, нетрезвые. Скажите, зачем вы машину гоняете? Просто катался. Всегда? Да. У вас же прав даже нет. Ну, без прав тоже можно ездить. «Жигули» Пионерская на красной, направление космонавтов. Освободившись в апреле после отбывания наказания за аналогичные преступления, в августе 2019-го Айрат снова угнал автомобиль. Старенькие «Жигули» шестерку. Останавливайся! Открывай огонь! Угнал просто так, чтобы покататься с приятелем. Чтобы вы понимали, нетрезвый водитель и пассажир гнали по городу 120 км в час. Только по счастливой случайности не пострадали другие участники дорожного движения. Их преследовал несколько километров экипаж ДПС. Предлагали остановиться, но водитель только давил на газ. «Жигули» вылетели на встречную полосу с односторонним движением. Эту бессмысленную погоню остановил фонарный столб. Весь удар пришелся на правую сторону. Пассажир шестерки погиб на месте. После столкновения не помню. Помню то, что пришел в себя человек, умер. Ни одного из своих пассажиров Айрат не довез живым. Чувство вины не испытывает, только страх. По ночам ему снятся погибшие приятели. Он приходил, руку хотел подать, так и не понял, к чему, короче. Руку он хотел подать. Заберет, говорит, наверное, скорее всего, с собой туда. Это твоя ошибка, которая привела к смерти людей. Тот роковой день дальнобойщик из Беларуси Петр Белый помнит по минутам. Возвращался из Барнаула, остановился в Челнах, выпил кофе в Елабуге. Не было ни усталости, ни сонливости. Груженный многотонник шел ровно 75 км в час. Больше 14 лет Петр занимается международными перевозками. За все это время ни одной аварии. Светофор издалека видел, а потом я уже не помню, я очнулся только от удара. Удар без торможения. 36-тонная машина просто смяла впереди стоящей легковушки. Самый сильный удар пришелся на «Шевроле». Автомобиль буквально сложило в гармошку. Двухлетняя девочка погибла на месте. Ее мама через пару дней скончалась в больнице. В этой аварии чудом уцелели глава семьи и 7-летний сын. Пассажиры двух других машин получили легкие ранения. Мне безумно, безмерно жаль, что так произошло. Простите, мне не передать словами, как это больно. На суде Петр Белый просил родственников погибших простить его. Вину свою полностью признал. Суд назначил наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. По постановлению суда пострадавшим осужденный Белый должен возместить ущерб порядка 1,5 миллиона рублей. Что он и делает, перечисления ведутся с его ежемесячного заработка.
Вернуть обратно, я бы поменялся местами, не задумываясь. Прямо сейчас. Наказание осужденный Петр Белый отбывает в Казани в колонии поселения номер 18 за 1600 километров от дома. Работает автомехаником в гараже. За руль сесть сможет только через 3 года. Мечтает вернуться в Белоруссию, домой, к привычной жизни. Только вот привычной она уже не будет сразу после суда. Жена ушла к другому, сын перестал отвечать на письма. Вы себя корите, Петр? Да, постоянно. В правилах дорожного движения четко прописано: если водитель чувствует усталость или нездоровье, он обязан остановиться и не продолжать или не начинать движение. Потому что вина в любом случае моя. Была это болезнь, простуды, неважно, сонливость, усталость. Нельзя ехать. Эта секунда, она просто решила все в моей жизни. Я потерял все и принес людям горе, разрушив не только свою семью, но и чужую. 4898 ДТП. Именно столько зарегистрировано в Татарстане в прошлом году. В них пострадали 4989 человек. Это значит, что в день в среднем регистрируют порядка 12 дорожно-транспортных происшествий. И в каждом как минимум 2 получают те или иные ранения. Жертв могло бы быть и больше, если бы не ежедневная работа по снижению количества дорожных аварий. В Татарстане созданы телеграм-каналы, куда можно написать или позвонить в дежурную часть, чтобы сообщить о водителях, чье поведение на дороге кажется странным, или если они в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря подобному народному контролю в прошлом году были задержаны 1500 нетрезвых водителей. Что пили, девушка? Алкоголь, что я еще могла пить? А за руль зачем сели? Всего же в ходе регулярных рейдов в прошлом году было выявлено 13 500 водителей с признаками алкогольного опьянения. Были среди них и те, кто попался инспекторам во 2-й или даже в 3-й раз, то есть уже ранее привлекавшиеся за вождение в нетрезвом виде. Назиб Каюмов, помощник на кухне в Нижнекамской исправительной колонии номер 4. Выпекает хлеб почти на 600 заключенных. За 2 года пребывания здесь зарекомендовал себя положительно, нареканий не имеет. Работает исправно, за что был переведен на облегченные условия отбывания наказания. А это комната с 4 кроватями, на окнах нет решеток. Трудоустроен, посещает мечеть, получает дополнительное образование, профессию, посещает шахматно-шашечный клуб. Сейчас посещает клуб «Шахмат», а в прошлой жизни был большим любителем ночных клубов. На этом видео 3 года назад Назиб Каюмов в сильном алкогольном опьянении пытается пройти в элитный казанский ресторан. Охрана не пускает. Еле стоящий на ногах мужчина представляется сотрудником Следственного комитета и достает из широких штанин совсем не паспорт гражданина. Дважды лишенный прав в 2012 году и в 2016 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Назиб Каюмов в марте 2019 года сбил на пешеходном переходе переходившую на зеленый сигнал светофора 15-летнюю девочку и, не снижая скорости, скрылся с места ДТП. Оставил умирать. Даже ни на секунду не притормозил. В тяжелом состоянии девочку доставили в 7-ю городскую больницу. За ее жизнь 9 дней боролись медики. Но не приходя в сознание, она скончалась. 3 месяца понадобилось следствию, чтобы установить все обстоятельства этой ужасной аварии. Будучи лишенным водительских прав, Каюмов сел за руль. С превышением допустимой скорости по автобусной полосе он ехал на красный свет. Для пешеходов горел зеленый. Как уверяет водитель, он лишь на секунду отвлекся на телефон. Шоковое состояние, то есть, я понимал то, что я совершил преступление. На тот момент я еще не знал, что, человек погиб, получается, просто через 9 дней. Но, думал то, что уже, все, то есть, как вам сказать, я понимал, что я совершил преступление, что за это, понесу наказание. Вот то, что теперь в моей жизни все много поменяется, то есть, что все изменится. Как вам сказать, в этот день просто рухнул вообще весь мир для меня. Впрочем, понимание это пришло гораздо позже. С места ДТП Каюмов скрылся. Разбитый автомобиль нашли во дворе. Водитель бросил его в нескольких сотнях метров от места происшествия. Ключи от автомобиля выбросил, а спустя несколько дней Назиб Каюмов уже вместе с адвокатом явился в полицию с повинной. Водители все так или иначе к правилам дорожного движения относятся легкомысленно. То есть
посчитает то, что, ну, незначительно превышаешь скорость, ну, то есть превысил скорость, то есть думаешь, штраф никаких последствий за собой не повлечет. То есть поверхностный такой взгляд. Я не говорю, что у всех, но я так думаю, что у многих. Вот почему я так говорю, потому что я сам так думал когда-то. Вот теперь я понимаю, что правила дорожного движения, они, ну, это не шутки. Он писал письма родителям погибшей девочки и даже возместил ущерб – больше 100 тысяч, но прощения так и не получил. В интервью осужденный на 3 года и 3 месяца Каюмов много говорит о раскаянии, о том, как вмиг изменился его мир, что жизнь не будет прежней, что пересмотрел свои взгляды, на глазах даже появились слезы. Погибшей девочке в этом году исполнилось бы 17 лет. Она бы уже закончила школу, выбирала бы профессию. Возможно, если бы водитель соблюдал правила дорожного движения, если бы скорость была ниже, он смог бы лично попросить у нее прощения. Здесь дни отсчитывают шагами, пока жизнь поставлена на стоп. И за черту не выйдешь, полосы для разгона нет, все по кругу. Монотонные дни складываются в года.